Так, ага. Все, барнарға салам. Азырына так, баштайбыз. На эту неделю, понедельник, да, биринчи торговый день башталды, базардагы рыноктор ачылды, Форекс рынок, крипторынок, он без выхода. Форекс рынок, фондовый рынок открылся у нас, да, и товарный рынок, да, то есть нефть, газ, золото деген. Так, экран көрініп отыр, вроде сейчас текшеріп алайын, да, бір сфера көрініп отыр. Мен башында неделя башталганда новостины, то есть investing.com'ду сайтта карайм. Вот бұл жаққа регистрация керек, кім регистрация қылбаса, через почту можете зарегистрироваться, и вот там русский выбрать, этот язык. И, ну, основной бұл жақта мен новостины қараймын, оның барын қарағанға деле уақыт жоқ, вот аналитика, там, графики и так далее, да, вот экономический календарь ачам, и ушинтип анан жума, ну, то есть самый первый день, да, жуманын биринчи күнүнүн понедельник, ушинтип фундаментальные, да, новости қараймын, да, то есть самые основные новости. Без айтабыз теханализ деп постоянно айтарыз ғой, теханализ деп. Ну, на самом деле, фундаментальный анализ, он намного сильнее, намного важнее, да. Так, сейчас, минуточку еще раз. Угулатам ғой, если что, угулбай калсам, көрүнбөй жатса экран айтып койгула. Так. Угулатат жакшы эле. Ага, все, тогда да, вот вроде проверила, запись идет. Так, давайте продолжаем, да. Что я здесь смотрю, да, в первую очередь, вот открыла вот здесь вот экономический календарь. И на неделю, да, вот у кого нету фильтра, да, вот тут толтура, вот когда экономический календарь открываете, толтура всякие разных стран, мамлекеттердин разные, отчет туру новостилер чыгат. Силер ал үчүн мына могул жака, на страны деген жерге выберите. Ну, я, например, поставила 5 стран. Это Америка, Германия, там что у меня, Франция, Китай, ой, по-моему, да, Китай, Япония, вот, по-моему, что 5 мамлекет, да, и все. Вот. Вот вы можете выбрать эти страны, вы здесь выбираете, галочка коесуңар. Ну, вот эти, например, Шри-Ланка, Азербайджан, это зачем, да? Ну, например, вот так вот, где там, допустим, в США, да, вот так галочку поставить, и все. Там в США, потом, как я сказала, до этого, если вы канадский доллар торгуете, кстати, Канаду поставите, да, японскую иену торговать цены, Япония была, да, там что еще, допустим, там франк швейцарский, тогда Швейцария была, потому что Швейцария важно что-то чего-то и так далее. Вот. Что еще? Дальше, да, потом фильтруем, смотрим, все категории, уже будем коловерсин. Потом средняя, высокая, да, вы можете даже 3 звезды, в принципе, поставить. Я 2 звезды еще поставила, сейчас только для аналитики, да, чтобы обзор это все еще. Ну, самое важное, это вот 3 звезды, вот эти новости, самая высокая такая важность новостей. Можете уж угадать, какой сон дети, да. Вот, ну, вот эти 2 звезды, мне дали проверять эти, да, ну, начало, да, рынка. Вот, например, допустим, вот сегодня, вот, например, сегодня десем, на сегодня, да, вот только сегодняшние новости будут. Я сразу же, эта неделя, так пойду. Вот, сразу, чтобы общий показать, да, с 9 по 13 февраля. То есть, получается, смотрите, сегодня 9 февраля, у нас новостей нету по США, да, только по иене, да, японской иене. Вот эти двухзвездочные новости. Вот уже прогноз чакты в 5 часов 55 минут. Кстати, будет там, ну, время тоже нужно вам настроить часовой пояс, плюс 6, вот вы здесь нажимаете. И вот здесь Бишкек деген жоқ екен, ну, плюс 6 деген, именно Дакка деген страна бар, да. Вот здесь вот вниз чуть-чуть листаете, Дакка находите. Вот, бизнес-аты менен некен, турамына, вот, GMT плюс 6 Дакка. И все, он у вас устанавливается. Ой. Так, вот теперь по Бишкеку будет показывать. 5:50 утра у нас японский иена бойынша отчет тоже балансы, да, текущих операций. Вот хороший отчет, видите, зелененьким говорит, вот, фактически. То есть означает, что прогнозировали 1 триллион 60 миллионов, миллиардов там оборот, да, то есть текущие операции, да, по иене. А вышло даже выше, да, 7 триллионов там, это очень хороший показатель, да. Вот я на самом деле бирок иена на караганджок, ну-ка глянем-ка иену, да, как она отреагировала в 5:50 утра. Так, у нас иена. Это же иена против доллара, да, сейчас посмотрим-ка. В 5 утра у нас, ну, вот это дневная свеча, если посмотреть, получается так, в 4, нет, это по иене. Иена, как там? Я, честно говоря, вот эту по иене новость не смотрела, надо это уж, да, иметь шкрекен, проанализировать, как она работает. Да? Вот, потом с 5:50 еще счет текущих операций, вот это 2,70 триллионов, ну, то есть красно закрылось, видите, хуже прогноз. Прогноз 2 триллиона 95 миллиардов, да, оборот, а здесь 2 триллиона 70 миллиардов, да, то есть меньше, да, чем прогноз. Это как бы терсианул считается для японской иены. Кто торгует на японской иене, нужно учитывать, да. Самое первое правило, когда вот новости видите, вот такие, да, на неделю. Для себя, ну, вот эти вот, например, я в основном торгую золото, алтынды, так, евро, британский фунт, да. Вот уж ученый торгат етем бойынша. Ошолор бойынша эле тиешелүү жаңылыктарды өзүм үчүн белгилеп коем. Вот, телефонго напоминалка кылып. И ошол убактарда, например, вот, допустим, британский фунт торговать етем, на британский фунт бойынша, ну, 4:15 я сплю, например, да, меня это не касается. Вот Америка, допустим, 7:15 башталат да, новости. Вот ушул кезде кириш керек, да, золото, там, все, что касается долларовой пары, да, то есть там японская иена доллар, USDK, то есть доллар, канадский доллар, золото, доллар и так далее. То есть вот в это время нельзя заходить. Вот видите, сколько новостей. Вот USD, это все американские новости. Бұл бүт рыноктарға катуу таасир этет, да. Ошол моментте свечалар тез сылдап жүрөт и
стоп-лосс торду выбивать этот ликвидация в канча көпчілері, да, поэтому что новости лучше рисковать кирбеш керек, да. Новости где-то жақындағанда 15 минуттың алдында кирбеш керек, и где-то новостиден кейін где-то через полчаса, через час кирсе болады, да, только когда рынок успокаивается, потом уже бир мындай халыққа келіп, бир тренд қармайсыңар, же өйдіге кетеді, же ылдыға кетеді, уже четко ясно көргөндө ошондо кирсеңер болот. Либо флетке түшүп калат. Кээде болот, мисалы, прогноз, например, 0,4, и фактически тоже по новостям 0,4 чыгып калат, допустим, да, могу новость. И тогда рынок флет уходит. Ну, это нейтральная новость считается, поэтому бока-то туруп калат, да, новость. Ну, то есть как бы ни туда, ни сюда, да. Такое тоже бывает. Так, вот. Ну, вот, в общем, на сегодня у нас ничего нету особо. Вот японская иена боюнча өтүп кетти, бирок бунун влияниясин, честно говоря, что-то көрөлөмүн да, могу надо караш керек экен японская иена боюнча изучать этим. Так, это болсо вторникте, 10 февраля. У нас ну вот, в Америке, оказывается, 12:30 сегодня, оказывается, да, түнгі қарай, саат 12:30 выступление Кевина Уоллера из ФРС TV. Ну, в общем, вот даже вот так можете нажать, более подробно көрінеді, да? Ну, там, что за новость, что там будет, так, даже прогнозы жоқ пока, да? Вот, ну, тут примерно, вот иногда чехаты какие-то вот примерно эти, да, аналитика, там, прогноз, когда имеет айтат, не суть. Вот, ну, сейчас пока ничего нету, да. Вот, из ФРС, ну, это сильная новость довольно, хотя и звезда, но ФРС был Федеральная резервная система Америки, да, то есть бизнес Нацбанк сам основной финансовый регулятор Америки. Будет кредитная организация, банктарды, будет финансовая система, она контролирует ФРС. Вот, так, она... Ну, ФРС уғанында саат 12:30 сделкаға келбейді, да? Она член комитета, так, это у нас что, по британскому фунту, ну, британский фунт тут двухзвездочный, он не особо прям так сильно этот, здесь тоже не особо прям так, так что давайте сейчас посмотрим, может быть, трехзвездочные новости тут есть. Вот у нас изменение вот эта новость, да, довольно сильная, да, мол, еженедельное изменение занятости. Ну, вот, есть ежемесячно, еженедельно, раньше что месяц, барьер какой-то, да, краткосрочный элемент, это тасир етеді базарға. Вот. Так, бұл 19-15-те. Как раз Америкада бұл малда ертеңмен башталады, биздики 7-15-те, да. Так, на 3 звездалы уже следующая новость, 19:30 завтра, объем розничных продаж, да, за месяц декабрь. Ну, вот здесь довольно сильно влияние было, да, 3 звезда. То есть розничные продажи деген американцев, егер продажалар такой все объем, да, то это, вот, например, прогноз 0,4%, егер ертең саат 19:30-та, да, розничные продажи бойынша отчет жогору чыкса прогноз, то анда бул жакшы. Это значит, что покупательская способность американцев высокая, и тогда, скорее всего, золото будет расти, да, потому что, ну, как денег много у населения Америки, да, поэтому и золото, соответственно, будет покупаться. Так, базовый индекс розничных цен тоже 3 звезды, тоже важность высокая, да, то же самое влияние такое же, да, это за, так, базовый индекс, был объем розничных продаж, тоже за декабрь. Так, дальше что у нас? Цена на импорт. Так, это, ну, 2 звезды. Вот это я пока влияние не смотрела, я вот всегда только 3 звезды смотрела, муларды, честно говоря, что этого. В общем, 19:30 у нас более важные вот эти, да, 2. Базовый индекс и объем розничных продаж. Так, сейчас вот здесь вот эти особо... Ну так, я... Да, анча-анча қарағам, олардың эки звезданың немелери, новостилер жақы көптеле прямо эту тасир етпейді, да. Так, все. На среду давайте посмотрим. Средаға, 11 февраля, вот. По-моему, тут очень много новостей, да, вот. Япония, да, выходной день, то есть японская иена практически торговаться тетпейді. Ну, я думаю, что азиаттар все равно, конечно, рынок чтейт, Форекс, да, там азиаты будут, наверное, торговать, азиатская сессия, там саат 5-тен баштап ачылады, вот, ну, слабость болот, да, то есть рынок волатильный емес болот, да, анан лондонская сессия саат 3-тен башталат, саат 3:01 да, по Бишкеку, тоже, я так думаю, слабовато было. Анан Америкада, возможно, кечки саат 6-да, ой, так, 7-де башталат, американская сессия, да, возможно, немного, чуть-чуть движение будет, да, по японской иене. Так, здесь у нас, вот это у нас, давайте 3 звезды посмотрим. Вот это сильная новость. Средняя почасовая заработная плата. На прогноз бойынша, так это за январь 0,3% чыгат вот аналитиктер, да? Эми эртең көрөбүз, ой, бүрсүгүнү получается, среда күнү, да? Если прогноз үйдө чыкса, анда, значит, то есть заработная плата выше, да, и тогда золотого жакшы, да, золото өсөт, ну, то есть потому что заработная плата выше, да, у населения, как бы, за месяц январь. Это хорошо для золота будет, но давление на доллар düşөт, наоборот. Вот. И британский фунт, евро, наоборот, они против доллара ходят, алар тоже өсөт. Так, она 19:30, вот это тоже очень сильная новость, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Это как нон-фарм деген бар, тоже очень такая сильная новость. Ушул сыяктуу, тоже прогноз боюнча 70 000 количество человек занятых, то есть количество занятых в несельскохозяйственном секторе чыкса, как прогноз той, тогда это будет, ну, как нейтральная новость, рынок особо делемдай эме болбойт, да, катуу движение болбойт, нейтральный эле бакайыкта болуп калышы мүмкүн. Эгер прогноздон жогору чыкса, 70 000 көбүрөөк, анда бул эме, да, тоже жакшы для золота өсөт, доллар болсо түшөт. И британский фунт, евро тоже өсөт. Уровень безработицы, то же самое, если безработица айда көбөйсө, допустим, на прогноз 4,14%, да, процент болсо Америкада, да, анда бул получается, как бы,
ФРС, главный этот финансовый регулятор Америки, да, уж он будет вынуждать снизить процентные ставки. Процентная ставка снижает ЕЦ, да, соответственно, деньги будут дешевле, кредиты дешевле будут, и золото, естественно, будет расти. Но давление на доллар будет падать. Британский фунт, евро также будут расти, да, они всегда против доллара ходят. Так, дальше что у нас здесь? Уровень безработицы. Ой, это тоже сильно новость, подождите, какая-то. А это что такое? У6 стоит. Вот здесь уровень безработицы смотрели, а здесь у нас уровень безработицы 2 звезды. Вот это ладно, пропустим. Так, давайте еще 3 звезды, да? Вот запасы сырой нефти. Хотя мы нефтьмена не торгуем. Так, мне слышно, да? Нефтьмена без торговать пейс, брук барбир. Гурсёмен нефть, да, игнорирует чимин ушла что-то. Гурсё был методики, да, базарга тасир еткен. Нефть егер мисалы запасы көп болсо, анда бул эмеге жакшы экен, да? Ну как инфляция методики, процентная ставка с инфляцией больше. Ой, то есть инфляция азаят екен, и для золота это хорошо, да? Вот. Ой, сейчас минуточку азамен. Не перепутала, вот кандале запас сырой нефти. Что нефть бойынша мен жакшы билбейм, да? Азамен. Так, сейчас по нефти. Или наоборот, запас сырой нефти көп болсо, золото түшчү эле азыр мен. Текшерип алайынчы. Мен өзүм үчүн жазып койгом. Могу нефть боюнча, анан ачамчы отчеттор боюнча. Так, сейчас это у нас среда, да, среда күнү. Так. Так, сейчас. Ой, азыр. Блин. Могу эмеге телефонго жазып койгом, азыр таппай жатпайм. Так, среда, вот на среду я выписывала, четверг дейді. Вот рост запасов болсо, то есть запас нефти көбүрөөк болсо, анда нефть түшөт, база түшөт, да, и инфляция азаят, ну, золото өсөт, да, потому что инфляция азаят, то есть баалар как бы эме болуп калат да, более төмөн болуп, и золото более доступно болуп калат, да, поэтому золото өсөт. Ну, это как мындай долгосрочно эмес, новостилер краткосрочно ойнойт да роль. То есть, допустим, в этот момент, может, полчаса, час вот золото импульс жакшы өйдөгө кетиши мүмкүн да. Эгер болсо нефть наоборот запасы аз болуп калса, анда инфляциянын, то есть процентная ставкасы өсөт, золото болсо түшөт да. Вот. Ошондой. И доллар наоборот өсөт. Вот ушундай экен да, взаимосвязь, да. Так, и теперь четверг мына аябай күчтүү новость бар. На ВВП, внутриваловой продукт, это по британскому фунту, то есть Англияда, да, британский фунт менен торговать этсе, саат 13:00 Бишкек боюнча. Тоже бул да күчтүү новость. Ну, британский, то есть вот этот внутриваловой продукт, эгер прогноз даже жазылып да. Ну, может быть, ошого жакындап жазып коюшат. Обычно пишут, да. Прогнозтон жогору чыкса, внутриваловой продукт деген. То есть это внутреннее развитие, да, экономики Лондона, да, Англии. То это жакшы, да, конечно, для британского фунта. Өсөт, да. Также британский фунт за декабрь, бул за 4-й квартал. Бул болсо за месяц декабрь дейт, внутриваловой. Ну, прогноз 0,1%, это ошондон жогору чыкса, бул да жакшы, да, для британского фунта. Так, ну, для золота, честно говоря, взаимосвязь пока билбейм. Анан дагы эмне могул жактан жакшы жаңылыктардан. Так. Вот число первичных заявок на получение пособий по безработице дейт, да, бул күчтүү жаңылык. На прогноз боюнча 222 000 адам возможно берет дейт, да, на пособие по безработице. Эгер прогноздон көбүрөөк чыкса, так, эгер заявкалар көп болсо, тогда получается доллар түшөт. Вот ушундай, да, анан золото болсо өсөт. Так, а если наоборот падение болсо, то есть пособие по безработице, аз киши заявка берсе, анда доллар өсөт, а золото түшөт наоборот. Вот. Дальше, да, что у нас? Ну, вот это не особо прям так сильно. Вот продажи на вторичном рынке жилья, бул да жакшы влияние этет, например, прогноз боюнча 4 220 000 адамдар продажа, то есть сатып алса, да, продажа болсо, тогда это означает, что, ну, то есть по прогнозу чыкса, анда это нейтральная новость. Эгер андан жогору чыкса, тогда будет считаться, что как бы сильная новость считается, да, ну, то есть покупательская способность высокая, вот, тогда доллар өсөт, да, а этот золото наоборот түшөт. Так, а если ниже прогноза чыгып калса, да, продажа азыраак болуп калса, анда наоборот, да, получается, доллар түшөт, а золото өсөт. И так, в пятницу это бирдемке бар беле, биздики важный. Вот по евро, кто евро USD торгует, да, аларга мына, допустим, ну, вот эти двухзвездочные тоже выступления президента, вот главного банка, да, Евросоюза, Бундесбанка, ушел маневи болот, зато берут стакен. Так, тоже евро, допустим, торговать ценар, аваляво, ушел уақытта торговать етпегеле. Так, баланс ФРС дейт, түнкү учет устачат турбайбы, баланс ФРС дейт. Бирок эки звезда экен. Ну, байкап кыш керек экен, а бирок учет уста я буду спать чисто. Ну, можно посмотреть на следующий день, да, влияние какое было. Так, дагы эмне? Денежные, ну, то есть потребительские цены деген, то есть инфляция боюнча экен, евро, ну, ким евро менен торгуйт, булар деле таасир этиши мүмкүн еврого. Так, и теперь Америка, да, Американын индекси по инфляции саат 19:30 болот экен, пятницада 0,3% прогноз боюнча, эгер андан жогору болуп калса, так, тогда получается это у нас не очень хорошо, конечно, для золота, а доллар, наоборот, долларга жакшы.
Вот. А евро, британский фунт тоже счет как золото, да? Вот. А егер, наоборот, инфляция ниже прогноза чыкпалса, тогда это у нас доллар тушет наоборот, а золото тушет. Вот. Ну и британский фунт, евро тоже. Так, ну вот этот индекс потребительских цен, то есть инфляции, да, рост числа безработных, потом пособие по безработице, внутри, так, что у нас там еще было, важная новость ушла, ушел момент ТРД, новости да, ну, обычно где-то еще минут 15-30 сбор ликвидности Лутаевой, так что в этот момент вообще лучше не торговать. Что у нас там? Ну, такие сильные новости, я посмотрела, да. Вот эти основные, да, и отчет по инфляции, пособие по безработице, потом это изменение числа занятых не сельскохозяйственном секторе, да. Так, вот ушла что да, все, да, вроде бы. Так, ну и да, бойынша, так, у нас это за январь, потом потребительских цен, так, был индекс, был болсо, это годовой январь, ну, тоже, в общем, влияние будет сильное, да. Так, и базовый индекс потребительских цен за месячный вид. Короче, прям целых 3 индекса чыгаткен потребительских цен, был базовый индекс. Так, ну вот, да, это у нас какой-то, да, второстепенная новость, ну, тоже в это же самое время. Все, в принципе, ушел новость бойынша как раз авалявла, ну, основной биздики без евро, ой, то есть доллар торговать еткенден кийин биздики жана золото, доллар, да, там канадский доллар против доллара, там что еще, вот эти вот касательства, что с долларами, да, пары, все они, конечно, вот именно уж новости как харап, этот, аваляш керек, да, так, суббота, да, карабайбыз. Ну вот, в принципе, именно фундаментальный анализ без сырағылды, давайте қысқаша пройдемся по технике, да, техническому анализу, да, кайсы, ну, основные инструменты бойынша, да, так, сейчас давайте посмотрим, бұл японская иена, дайте золотодан баштайлық, золотаны как раз бұл менің немелерім екен, мұрынқы сделкаларым, да, анализ. Так, золотаны давайте бір күндіктен баштасақ, бұл жұмаға, мен азыр пока ближайшие вот эти вот 2 дня, то есть до послезавтра, ломка город там, послезавтра у нас американская сессия, да, күшті жаңалықтар башталады, да, у нас там и не сельскохозяйственный сектор, там потом, по-моему, средняя почасовая заработная плата и так далее. То есть уже несколько новостей. Чейин, возможно, примерно краткосрочно, где-то золотаны өсүшүн күтүп атам, примерно могу зонаға чейин, да, ну, 5400 чейин бар, ой, то есть, 5400 кылсактым, да, подождите, сейчас, давайте. Где-то вот средний у нас, давайте метейин. Средний АТР у нас, да, за день, да, золото, егер алсак, АТР-ды то есть примерно, да, мисалы, бір күндүн ичинде басып өткөн пункттары, да, басып өткөн жолу, так скажем, да. Вот, ну, можем посмотреть. Это у нас диапазон центр под или средний АТР, да, то есть у нас, ну, сколько у нас, 303 пункта, да, за день ходит, мисал, бир свеча, да, уж это каждый свечаный өлчөсү, мисал, 5-6 он свеча, да, и примерно средний АТР или средних пункт, то есть канча пункт жүрөт бир күндө, да, көрөсүңөр. Вот, мисал, бул свеча, вот, это 303 пункт дейт, да, бир күндө там, бул свеча тоже примерно ошондой, да, то есть вот так инструментикти алып өлчөсүңөр болот, и она средний примерно АТР-ды өлчөп аласың. Так, ну, где-то сейчас посмотрим, давайте именно до среды, по крайней мере, она уже дальше на пятницу пока, ой, пока удалю все. До пятницы, да, вот тоже год началась. Ну, примерно я где-то ожидаю, вот у нас за день если 300, ну, дайте даже не 300, а сегодня у нас спокойная когда дали новостью, в принципе, где-то в пределах 100-150 максимум пунктов баршинку, да, примерно. На бюн это свеча бездики, именно гэп начал вот. 6 февраля, пятница, а сегодня с разрывом, да, как видите, вот сюда. То есть, получается, да, вероятность ковров, да, где-нибудь, видите, с большим отрывом именно на борту этого горячего, да. Вот, поэтому я ожидаю сейчас на этой примерно, ну, хотя бы до среды, первые 2-3 дня рост. Вот, ну, где-то примерно в пределах, там, если считать так, хотя пункт вещминген масштаб, где-то примерно 5,165, 5,200 ячейн баршинку, да, возможно, где-то вот так, да. Вот, то есть плюс-минус ушел диапазон, вот сегодня-завтра, вот, пока особо, правда, такого волатильность не вижу. Ну, какой-то бир жаңылга эле чыкпаса күчтүү, может, там Америка Тегеран менен там сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жакшы жыйынтыкка келишет, анда золото түшөт. Же наоборот, кайра между ними напряженность болуп калса, сүйлөшө албай калса, кайра анда золото дагы кетет да, өйдөгө. Вот, ну, то есть, может, еще дагы бир жаңылык чыгат, ким билет. Есть запланированные новости, да, то есть жанагындай биз investing.com-да көргөн, да, на неделю всякие отчеты, новости, да, а есть еще не запланированные, да, новости, то есть неожиданно чыккан андай события в мире, да. Вот. Ну, примерно вот так вот, да, на понедельник, вторник, вот, плюс-минус вот где-то 150, там, ну, максимум, я не знаю, 200 ячейн, 200 АТР ячейн, порвает, это вопрос. Ну, где-то 100-150 пунктов. Вот в пределах ушел диапазона, вот отсюда до, вот, я думаю, даже откат полсудалев, вот здесь вот у нас MLR бар, ордер блок, да, примерно плюс-минус ушел. Зона ордер блок, имбаланс, ближайший ликвидность качели, что это, что все было, да. Вот, 400-та говорю, что-то имбаланс MLR бар векен. Ну, здесь у нас тут имбалансик такой бар векен, сейчас чую, что.
жоқ жақта имбаланста жоқ екен. Бұл жақта эми имплайт имбаланста қой, тоже имбаланстың бір түрі мына могул свечаны мына биринчи, экинчи, үчүнчү деп 3 свечадан алсак, как имбаланс, да. Ошонун ортосунда, видите, вот здесь у нас есть этот кесилище, да, то есть кругтарный кесилище, вот там пересечение этих фитилей, да. Это тоже как типа своего рода имбаланс, имплайт имбаланс, вот, да. Так, бұл деле тоже тартышы мүмкүн, бааны бир аз, если түшсө коррекция болуп, ну, это считайте просто как коррекция, да. Вот, анда, возможно, ушул имплайт имбаланс деп коет, ушул зона түшүшү мүмкүн. Либо вот здесь тоже у нас, если мелкий таймфреймге более детально түшсөк, ал жакта деле зона болушу мүмкүн, какой-то зона интереса, да. Ошого маркетмейкерлер, то есть чоң фонддор, банктар ошого чейин бааны ылдыйга кулатышы мүмкүн, да, бир аз так. Ну, допустим, здесь у нас что у нас есть? Тут у нас эме жок экен, ордерблок, вот тут маленький ордерблок нарисовался. Так, аны санабай деле болсо болот. Так, вот здесь маленький ордерблок бар экен, Ну, то есть, давайте с ордерблок тут отметим примерно. Ушел примерно, да, ордерблок, возможно, ушел зона, тоже это хорошая зона для нас, покупка байга. Так. Могул жага чейин билбейм түшөбү түшпөйбү, пока, по крайней мере, азыр лонг эле көрөт, но вот здесь тоже у нас есть кичинекей ордерблок бар экен. Бул бирок ордерблок ликвидности снимать этпептир могул, желательно мындай ликвидности снимать эткен ордерблок зонага келсе. Так, сейчас. Ну, вот это тоже можно отметить. Поглощение кылды, зеленый свеча кызылды. И могул жерде как раз у нас еще слом болуп тур, Вот. Желательно еще ордерблок, чтобы ликвидность снимал, да, биздеки. Так, ну вот. И тут имбаланстарда ортосунда бар болуш керек. Здесь у нас нет, оказывается. Здесь нет. А, да, тут нет вообще имбаланс. Вот тут только имбаланс. Бирок бияка чейин вряд ли түшөт. По крайней мере, вот это до среды. Среда далее какой-то бир терс жаңылык эле чыкпаса, катуу деп түшүп калышы мүмкүн, да. Спокойно может 300 пунктов, 200 пунктов за день упасть, да. Так, вот. Ну, по крайней мере, ближайшую зону интереса нам болушу мүмкүн. Вот здесь вот тоже у нас есть, да, зона поддержки, да. Вот здесь тоже у нас зона 4980, да. Вот. Здесь тоже есть. Вот. А так мы смотрим основной биздеки ликвидность, да, то есть ликвидность мы вот за зонами поддержки, за зонами сопротивления, нам могут зона сопротивления, да, то есть уровень сопротивления, ушул жакта ликвидность бар, да, ушуга чейин вероятность көп, да, мына кичине калды, бир аз ушул ликвидностьтарды снимать этет. Вот. Андан кийин, если дагы кетсе, то есть могул жактан, конечно, коррекция болот, однозначно вероятность 95%, да, что бул жактан коррекция болуп. Андан кийин кайра өтүүгө аракет кылат, да, менин оюмча, примерно где-то ближайшая ликвидность у нас. Ну, хорошая ликвидность у нас есть, 5200, да, ушого чейин барышы мүмкүн, да. Посмотрим. Ага чейин бирок тоже есть ликвидность, да, на ортосунда, вот здесь вот у нас ликвидности, да, 5210. Ну, давайте ближайший посмотрим. Вот жакта где-то вот здесь есть у нас полка ликвидности, да, равные ликвидности, вот 5145, да, это уже прям ближайшая прям ликвидность, ушого чейин в ближайшее время барат, да, 5145. Вот, но прежде чем бияка барарда, конечно, могул жакта ликвидностьтер снимать эткенден кийин, здесь как машина, да, заправляется, конечно, коррекция болот, анан уже кайра өтүүгө аракет кылат, да. Так, ну все, тогда по золоту пока сейчас в средага чейин примерный прогноз, примерно 5154, ну, максимум 5200 чейин барышы мүмкүн. Это примерно, да, это, конечно, менин көз карашым. Базарда ар кандай сценарий болушу мүмкүн, самый неожиданный сценарий. Да? Вот. Анан среда, четверг, пятница, бүштүн новостига карап тоже. Конечно, Лондонда, Азияда новости деле кыйратып жок экен, но во время этого примерно мындай флеттевое состояние болот. Но Америкада четверг, пятница, то есть со среды, четверг, пятница будет, возможно, сильное движение, и американская сессия как раз может тренд дать, да, например, өтүүгө же ылдыйга, да. Вот. Ну, примерно сейчас вот жаңы ФРСтин председатели болуп калбадыбы? Азыр айтып атышат, ошол Кевин Уорш деген жаңы председатель, Джером Пауэллдин ордуна он будет процентная ставканы, говорят, будет снижать вот это. Анткени бул Трамптын эмеси, ну как, жакын досу, да, так скажем. Вот. И Трамп хочет снизить процентную ставку. Конечно, он это будет влиять, да, на этого председателя ФРС, чтобы он снизил ставку. А процентная ставка снижает эту цену, да, золото все. Там деньги дешевле будут, кредиты дешевле, да, для американцев. Вот. Ну, посмотрим, процентная ставка, на инфляцию, отчет карайбыз, потом пособие по безработице карайбыз, и там что еще у нас было, и этот число занятых в несельскохозяйственном секторе, и рост зарплаты, да, среднепочасовая зарплата, да, вот ушел 4 новость повод, да. Так, дальше, да, давайте теперь, так, серебро, в принципе, аналог эле ошондой эле күтүп атам, скорее всего, ал почти какой-то эмелер жүрүштүрүп окшош, бирок серебро отстает, да, от этого, от золота, немножко отстает. Так, золото там я читала, забыла точно, на сколько процентов вырос. Короче, за сутки азиаттар кичине көтөрүштү, а этот серебро, ну, или этот, нет, серебро вроде нормально кетиптир, Ну, серебро тоже я ожидаю примерно где-то вот до среды нормальный рост, да, только лонг сейчас вижу. Анча-мынча коррекция болушу мүмкүн. Против тренда торговать этпеле болбой, эгер лонгго кетип атса, мына кичирээк таймфреймдерден эле, улам ылдыйкы зоналардан, наоборот, ну, где-нибудь так у нас здесь гэп, да, утром гэп менен ачылыптыр. Ну, примерно ушул зона гэптерге барса, это хорошо, ушул жактан точка входа автоматически, вот, да. Ну, ликвидностьтер снимать этсе, да. Вот здесь зона ордер блока, да, вот ушул жакка келсе тоже, да, точка входа у нас.
Плюс еще ортосунда имбалансы тоже не забываем, имбаланс тоже хорошо работает, да, вот мол, зона имбаланса келсе, да, следовательно, тоже бұл жақтан реакция болса, ой, что у меня бледный какой-то, я поменял, көрініп ал сіздерге, қазір мой цвет алмаштырайыншы, айба бледный қоптыр. Так, сейчас. Вроде видно, да, но очень плохо. Ладно, потом тогда настроить надо. Вот, то есть имбалансы вот здесь вот гэп, что ну учитывать эти керек, серебро, лонкуға ақырындап кетіп, бірақ егер новость шығып қалса среда күні, да, во время новостей, после новостей көресіз, отчет тоже теріс шығып қалса для этого, для серебра золота, да, тогда, конечно, будем шахтить, да. Так, сейчас, ближайшая у нас примерно цель, ну, это у нас, я вижу, где-то 90 долларов, ближайшая цель, да, вот, и потом уже дальше посмотрим, да, где-то у нас до 101, ну, возможно, восстановление будет. А так по ФИБА обычно закономерность на рынке шундай, да, вот, например, от начала коррекции до конца коррекции алсақ, где-то примерно вот 94 очень большим мүмкін, да, возможно, и ушел жерден хороший откат может быть на мол жақта ликвидность, тем более снять, да, может равная ликвидность болады ғой, equal high, да, и ушел жерден, возможно, откат будет, ылдыға. Так, сейчас давайте теперь, ой, Дикси, да, то есть индекс доллара, да, индекс доллара. Ну, бұл менен, я не знаю, торгует или не торгует, честно говоря, но, в общем, бұл показатель именно полный, ну, как бүт дүние бойынша доллармен торговать етшет, да, поэтому бұл айбечом, это, да, как индекс показатель был, да, например, индекс доллара, если у нас падает, да, то тогда наоборот, да, британский фунт, и там все европейские эти валюты, да, швейцарский франк, что еще у нас, австралийский доллар, австралийский доллар, не этот, британский фунт и так далее, они начинают наоборот расти, да. Так, здесь у нас по индексу доллара. Бұл кішкене восстановление башталды өткен жұмада. До этого қатты түшіп, анан флетте жүріп, қайра түшіп, это когда у нас где-то вот 16 января, да, падение сильно началось. Ошондо, когда сильно падение началось доллара, этот евро британский фунт, мен лонгтогон, наоборот, алар өскөн, да. Вот, анан қайра көтөрүлө баштады өткөн жумадан, евро мен британский фунт өткөн жумадан, наоборот, жакшы түшүп калды. Вот, эми бул пока мен эле көрөтам азыр, доллар боюнча пока слабость эле көрөтам, то есть медвежий флаг, да, так скажем, да, мынтип чийип кайра ылдык эле күтүп атам. Ну, где-то примерно 95-терге чейин, возможно, максимум барышы мүмкүн, там дальше посмотрим. Вот, если Трамп, жана ФРС процентную ставканы снижать етсе, то тогда, конечно, для доллара это хорошо, тогда, наоборот, доллар өсүшү мүмкүн, да. Вот, так дальше посмотрим, что у нас японская, ой, не японская, евро, да, евро, дневка, да, сейчас, дайте неделька наворали. Вот неделька-то у нас сейчас, ну, чисто технически говорю там, что здесь пока у нас лонговый или вот эта формация была, то это говорить, да. Вот. У нас ближайшая цель вот здесь, вот, да, вот тут вот равные лаи, ой, равные хаи, да, вот это. То есть equal high вот здесь вот, да, ближайшая, это у нас, ну, это не сразу сюда пойдет, да, конечно, вот. А башыдан на мол жақтайме бар, да, без таки уровень, да, уровень сопротивления, вот, мындай қойып қояйын. Вот уровень сопротивления, да, на реакция кетіп атат, ылдыға азыр коррекция болады, да. То есть сегодня ожидаю такую коррекцию, да. Ну, так, плюс-минус, да, небольшая коррекция, потом хайрале уже пробитие кылганга аракет кылат, да. Вот. И потом жүрүп атып, потом мол пробитие кылгандан кийин, мына мол жакта ликвидность бар, вот здесь у нас ликвидность 1.21, да. То есть, подождите, ага чейин 1.19 я отмечала вроде, 1.19. Ну, в принципе, 1.19 жетейин деп калды, да, мол уже шпилька даже 1.20 өсүп калыптыр. Да, я даже пропустила. Просто евро менен я, так, на прошлой неделе был евро менен. На прошлой неделе я кичине, по-моему, бирки чогу эле кирип чыккам, да, и все, лонку, и все. Так. Он этот еще падал на прошлой неделе, но я уже не шортила, да, чуть-чуть полонговала только. Так, ну, получается, значит, ближайшая цель у нас где-то вот, где тут у нас хорошая полка ликвидности, равный high и NH, да, это поправив. Ну, ну, если, возможно, бяка чейн жетсе, то тогда вообще супер было бы, да, вот, ну, самый высокий ликвидности снимать ДЦ, без Джермаю 4, да, без Джермаю чуть-чуть 75 примерно. Да, вот здесь очень хорошая точка входа для шорта. Вот. Ну, сейчас пока я лонг вижу, но, да, желательно дождаться коррекции, да, конечно, мы уже прям чок-сунда жүрет, тем более мы на молчевом свеча, у нас медвежий, да, фитиль, вот этот у нас рейджет блок такой, который снял ликвидность, мол, теперь биоптарился, он взял ликвидность. Ну, конечно, реакция ылдыга берет, да, вероятность очень большая. Поэтому дождаться, конечно, шашпай зона ларды для покупок, да. Давайте отметим, вот у нас вот здесь ордер блок, тоже покупка зона. Так, ну, вот здесь вот у нас тоже есть, давайте это, да, как уровень поддержки такой, ну, что плюс-минус ушел. Пир, это самый такой прям время, да, я не знаю, самый пессимистичный сценарий. А Рачен, конечно, у нас тут и имбалансы есть, вот здесь вот, у нас еще мрак, ой, кичерек таймфрейм берет, то можно увидеть здесь имбаланс, ушел жерден эле реакция где-то кайройдо кетчимкун. Так, сейчас. Ну, евро, доллар, бойынча, это его, там дейт, илдык, именный чейн, брать или жетет, ну,
Это самый пессимистичный сценарий, да. До этого, андан мурунку жумада, не прошлой неделе, а позапрошлой неделе, евроайвакка төшүп кеткен, да, 120 чейин. Даже, так, сколько у него было максимум, 120 с чем-то, да, 121. Ну, вот так вот, да. Вот. Бұл чейин жете албай жаткан, анан где-то за несколько дней бұл аябай өсүп алды, да. Так, ну вот, давайте тогда посмотрим примерно ближайший, где у нас цель, если коррекция болсо, где можно ждать, да. Бирунсе есть 190, 200 чейин бар мүмкін, вот здесь плюс-минус, да, шел зона жақсы для покупок. Вот, ну, если еще будет более глубже коррекция, вот здесь у нас есть этот имбаланс, зона баркен, ну, возможно, да, плюс-минус. И плюс еще здесь у нас тоже зона, это поддержки, да, или дискаунт-зона. Вот. И следующий, если еще дальше, то тогда плюс-минус вот здесь, да, берем GT4, да. Так, ну вот, примерно вот шел да, можно, да, поставить лимитки просто на бай, либо можно шортить ЭЦБ, только кичне желательно нам equal high депот, равный high симметрики лимит. Что здесь можно, да, зайти на лонг, ой, на шорт. Так, примерно берем здесь GT4, да, GT4 это. По евро. Ну, сейчас на этой неделе я ожидаю вот примерно где-то вот ближайшая цель у нас, да, вот, то есть лонговый сценарий 1.19 примерно, так 1.19 у нас где-то вообще 1.19 плюс-минус. Так, сейчас, давайте точнее, вот здесь вот у нас хорошая зона баркен, зеркальная зона доход, то есть зеркальный уровень, да, то есть золото, евро бяка көтеріліп, бұл жақтан қайрат түседі, но для вот этой верхней зоны, да, это у нас будет зона поддержки, да, а вот эта лдфп зона үшін будет зона сопротивления, вот, да, то есть уровень сопротивления. Вот примерно уже чейн лонку можно взять, но чуть-чуть коррекция, сейчас видите, коррекция идет, коррекция там кичне дырах түшкөнде, да, вот, а потом дальше, если больше кетсе, гулен кетсе, конечно, тогда там уже можно лондан ары, дальше следующий у нас сценарий, ну, где-то 1.19.200, 1.19.530 и так далее, да, там уже посмотрим по ситуации. Так, британский фунт тоже обычно чуть-чуть, я еще анализа не делала, вот, сегодня чего там, да, так, нивка, да, британский фунт. Я говорю, доллар түшті, конечно, доллар түшті, британский фунт менен евро, да, но пока сейчас лонговый зона для города там, тем более вот здесь вот у нас в чем уровень, да, у нас пробил, да, вот это рейд свеча, да, или как это, ну, то есть такая свеча, которая пробила телом, да, именно фитильным месяцем, а телом, да. Вот, это тоже мощное подтверждение, что у нас Быктар сильный пока покупатель, да, но здесь просто у нас коррекция была, позар кайровый ракет хватает, да, пока бы, ну, мен, эмегели город там, лонг, да, сценарий. Ну, сейчас у нас, конечно, после коррекции хайра восстановления был, да, бар кайровый пробитие, да, ну, примерно 1.40 чейнис, где-то ближайший у нас один, давайте посмотрим, чем урах таймфрейм на недельке. Вряд ли 1.40 в ближайшее время пойдет. 1.38 гебара в ближайшее время. Примерно так, 1.38 это где? Вот, ой, вот четыре полды, да, в принципе, на молдях, да, экол хайларда бар екен. Вот, ну, примерно, да, вот у нас где-то 1.38, тут, да, ой, плюс-минус 1.38, 1.38, 100, да. Вот, так, ну, даже 38, 200 завтра, ну, ладно, плюс-минус, вот у нас экол хай тут есть, да, равный максимум, потом у нас следующий более значимый хай 1.39, 700, ну, если дальше ГЦ, доллар слабый его полса совсем, тогда вот здесь, да, 1.41, 1.42 даже, вот. Вы здесь видите, у нас равномерно минимум, да, все выше и выше, да, там манипуляция был, сбор ликвидности, вот, до конца не собрал, да, вот здесь. Ну, в принципе, у нас значительный сбор ликвидности, который нам там ликвидность от вот, и вот здесь мы видим повышающиеся минимумы, да. Так, сейчас у нас дальше, да, у нас какая у нас валюта, давайте именем посмотрим. Вот только то, что торгуем, основной USD-JPY, да, японская иена. Так, японская иена, недельный таймфрейм D, BSDK, АЗР. Так, сейчас. Я тут вижу, прям у нас пробивная информация курата. Только вдруг, прежде чем она вот этот максимум пробьет, коррекция был, может даже хорошо упасть, да? Потом только возможно. Вот, ну, вот это вот у нас вдруг восходящий треугольник такой, вот что пробивная информация, это его гараган, это информация. Да? Но пока внутри этого треугольника, вот здесь вот я ожидаю вот, либо боковик, правда, такой вообще, ну, да, или излиен боковик, да, либо пробитие, да, ну, здесь вероятность пробития, конечно, 60% то, что иду гетит, ну, и там, может, 40% уды гетит пробитие, примерно так, да. Вот, сейчас давайте посмотрим, это на недельке, да, дневка, да. Это чисто технический жактан, да. Японская иена будет когда только сегодня в понедельник, да, в 5.50 было. 5.50, это у нас так, какое число было сегодня? У нас 9, да, 9 февраля, наоборот, шутер. Там у нас вроде берёшь биржанового, имя тяжко, берёшь, да.
Не знаю, уж у нас Тасир Хандайкен изучать очень керек. Мне японский намен редко торгую, ну, в общем, вот. Пока внутри вот этого восходящего треугольника, да, он у нас так, плюс-минус, давайте чисто технически посмотрим. Ну, вот здесь у нас повышающийся минимум, вот тренд у нас тоже восходящий, да, здесь. И вот здесь мы видим тоже, да, у нас тут хорошая реакция покупателей, да, будет там коррекция был, возможно, ушел так, зона, тут у нас интересный неге, жақында зона. Мол жақта имбаланс бар екен, имбалансқа келіп типтер уже, да, мына зачем өтеді, ушел имбаланстан реакция береді. Так, қанша дәле күшті емес, но все равно. Вот тут, видите, мол қызыл свечаның фитилі шығып тұр, көруге ушел эмеден беріп тұр. Так, сейчас. Посмотрим реакцию, да. Вот, и потом еще у нас зона какая есть. Тут у нас тоже имбалансик тут есть. Тут поддержка дали бар. В принципе, небольшая поддержка. Давайте я сейчас отмечу просто ликвидности, да. Так, ликвидность. Ну, где-то вот здесь вот хорошая была сбор ликвидности. Примерно 155-189 или 155-3 очень барса. Так что пошел жерден можно, да, на бай рассмотреть, но тоже после подтверждения, да. Вот, потому что будет жақтан, возможно, был треугольник начинен, все может произойти, да, да? Желательно после подтверждения, минимум эти подтверждения алышқа керек, да, то есть, например, нефтькадан, допустим, көрдіңдер, мол зонаға түсті, без отмечать екен, ликвидность зонаға, да, ну, плюс тут, наверное, может быть, 4 сатықта, возможно, здесь может быть там ордер блок, либо имбаланс, давайте түші көрейік, что без отмечать екен зона, мол жақта ордер блок бар екен, ордер блок, да, ну, то есть, если цена до сюда скорректируется, и здесь вот ордер блок зонадан тест қылса, то есть, ушуну тест қылып, шу зонаны, и реакция ГЦ, то есть в виде такой свечи, да, бычий. Хорошая бычья свеча уж да, с таким фитилем, да, длинным. Ну, то есть вот такая свеча у нас должна быть с длинным фитилем снизу, да. Плюс еще у нас должен быть, ну, это на более мелкое время. То есть такое что-то там, вы можете даже, он бешен тут таймфреймде ушын дали, мол, зона бар веркурнет, там, отмечать этим зону ушул жерден, ушундай бычья свеча на курсе норм, он узун фитиль менен. Плюс еще, конечно, нужно дождаться это, да, вот здесь вот у нас цена должна немножко вверх откорректироваться, кайра примерно ушул жақтан, возможно, имбаланс болып шығып қалышы мүмкін, имбалансты тестерлеп, кайра ушул жерден анан реакция болуш керек, имбаланстан секиріп. Ошондо можно, да, дождаться. Желательно еще здесь какой-то локальный, например, на 15 минутки там это дождаться слома, да. Вот здесь у нас, например, локальный максимум, ушул слом. То есть свеча тещеп ушул жерден можно дождаться, это, да, зайти в лонг. Да. То есть 2 подтверждения минимум, это у нас фитиль, бычий, да, то есть бычий пин-бар, плюс там ретест, зоны, да, какой-то имбаланса, либо вот этот. Ну, возможно, здесь даже ликвидность, да, какой-то ликвидность от чего-то, вот, либо зона ордер блока, да, то есть был какой-то ретест пушкерик, и потом только хорошая реакция болсо. Если третье подтверждение, то есть слом болсо, то это еще лучше, да, на покупку. То есть плюс-минус где-то 155, ну так, джузелю алты, джуз и много чейн где-то. Так, вот эта ближайшая зона, возможно, здесь реакция лишь по джузелю алты, джуз төрді, и если анда коррекция болып қалса, анда 155-340, да, 350-лерде. Шу зонадан можно, да, покупкаға рассмотреть. Так, а пока в долгосроке, конечно, мындай глобально мен пока восходящий город там японский иена бойынша, такие, так, дневкадан выход из треугольника күтіп там, да, так, все, основной валюталарды, что еще не торгуют. Ну, қалғандарды я не торгую. Можно посмотреть, так, кстати, ГЕР-40, да, пропустила. Был индекс, немецкий индекс, да, и мықты Германияның 40 компаниялары, да, индекс. Также на S&P 500 бар ғой, и мықты америкалық 500 компания, бұл жақта болса 40 компания, да, Германияның. Так, дневкадан пока тренд у нас имеет. Ну так, конечно, восходящий, ну, боковик, но восходящий вот этот, а так общий тренд глобально пока у нас это, да, вот этот лонговый город там. Вот здесь у нас очень прям классное касание, раз касание, 2 касания, 3 касание, да, то есть еще ретест, это тоже очень хорошо. Ну, то есть вероятность того, что был Уидего Гетерин, тем более вот здесь у нас очень хорошее пробитие было, да, на молодыми, вот эти вот, видите, сканча касание Денгин, свеча все-таки пробила, да, ну, тут ложный пробой, такой сек было, дальше кармановая голды, да, кайра түшіп кетті, да, треугольник начинает кіріп кетті, но здесь есть хороший шанс Уидего, да. Обычно, когда вот телом пробивает, фитильменен емес, да, тело свечи, видите, здесь канча тело свечименен кетті на дневкада. Вот, ну, это обычно, да, и даже если краткосрочно коррекция болса да, то есть как будто ложный пробой көрінгендей, да, ну, а в долгосроке он бары бир кайра треугольник шығады, да, Уидего қарай. Вот, ну, здесь паттерн, да, у нас нарисовался восходящий треугольник. Так, ну, сейчас сценарий примерно қаншаға чейін бар мүмкін, так, на недельку посмотрим. Бұл, по-моему, исторический хайда жүреді, ну, даже жоқ сюда жоқ потолок, или на месте, даже. Нет, да, потолка нет, да, я вроде смотрела. То есть был даже потолок чок, ну, неизвестно был кончать чейн, брат. Но я вообще ожидала где-то ближайший у нас этот максимум 26 тысяч, да. Вот 26 тысяч где-то у нас тут, да, 26. Примерно ушел чейн. А на самом деле, игрок, ну, имен, если вот этот взять, как за флаг, еще есть такой имя, расчет бар, как называется. Ну, то есть, мол, вот этот
Сейчас вот это если взять, как флагшток, да? Жаңағы именно треугольниктің немесе. Ой, флагтың палочкасы жаңағы. Так, сейчас. Вот ушел флагштоктың, мындай узунун, вот эту вот палочку такую же вставляют. Как, там я не знаю, как рассчитывать это, правильно не входит или нет. Вот ушинтип просто входит, да? Примерно флагштогундай болот депчи. Тогда до 30 тысяч может дойти, да? А вообще я слышала, аналитиктер айтып атат, 27 миңге чейин в ближайшее время барат депчи. Вот, так что пока на лонг рассматриваю. Бирок, мол, треугольниктің içinde, конечно, вот уже был, кстати, поджатие кылып салдым, на, видите, аябай поджатие yok, то есть кысылып, мол, верхний уровень, да, ну, тут уже канча мына бир свеча поджатие даже жарып салды, да. Экинчи свеча был, конечно, красная свеча, да, вот видите, она тоже, башында вот здесь открылась, здесь, да, в самом начале, потом вот здесь закрылась, да, но кайра кичине мындай, эме өйдөгө кайра мындай фитиль көрүнүп атат, покупательдер анча-мынча были, да, ну, то есть тоже своего рода здесь удержание было, да, покупательдер удержали, они не дают цене спуститься, это тоже хороший знак, да, что, скорее всего, пробитие. Вот. И следующая свеча, ачылды, вот недельная тоже, да, был конкретно лебучая свеча, да, найти вас в чем, вот. Ну, посмотрим, мол, жуманы свечасы ачылды, бұл дәле мындай өйдөгө карап жарганы жатат, да. Бирок понедельник пока еще очень рано говорить, жарабы, жарбайбы, может быть, кайра мынтип кирип кетип, кичине даже, может и такой нарисовать, да, треугольник, нас на кирип кетип, вот здесь может тоже поболтаться какое-то время, потом только жарышын, да. Вот. Так что в ближайший ориентир келе алалык, өтө эле прям оптимизм болбой, да, ну, где-то примерно плюс-минус там 25 500, так, 25 500. Вот я вот здесь где-то ожидаю, 25 500, вот эта ликвидность, да, потом уже, возможно, 26 тысяч, да, вот здесь 26. А там дальше посмотрим, да. Ушел. Так что, это долгосрочный прогноз Кулгандан, это, ну, не знаю, я считаю, что это неблагодарное дело, как говорится, неизвестно, да, оно берут это долгосроку прогноз. Ближайший прогноз Торто бирок без айталабыз, да, плюс-минус где-то 60% учурда сбывать это очень хорошо уже, да, для нас. Ошондой суроолор барбы я? Кыскача так айттым. Ой, а у меня что, пауза? У меня видео на паузе, что ли, все это время было? Көрүнбөй жатты беле. Мен карабай эле баарын анализ деп көрсөтүп атам, а вы мне не сказали, что у меня видео, оказывается, отключено было. Краспаке, көрүнбөй жатты беле, эчтеке? Милена, скажи, а? Тут у меня что, не было видео вообще, да? Эмнени? Видео көрүнбөй. А то я сейчас включила у себя этот телеграм, у меня там видео на паузе идет, я испугалась, я думала, просто болтала, камеры не видно было. азыр мага эме бир ученик чалып калды, сени сурап, ошол мага чалып калганда азыр эме өчүп калыптыр, анан азыр кайра кирдим вступление кылып. Значит, видно, да, было все это время, то, что я там анализировала? Да, мен көрүп аттым, просто азыр ученик чалып калгандан эле өчүп калды да, кайра я зашла повторно. Понятно. Сен офистесиңби? Да, я уже, в офисе. Уже бирөө жетип дейт уже в офисте деп сени сурап. Давай. Келет экен, келем дейдиби? Болатам дейт, 11-ге деп сүйлөшкөнбүз, что-то он опаздывает дейт, ушу опаздывает. Ну хорошо. Ладно, келе берсин, я тут 2:30 чейин бошмун, потом я не свободна. Хорошо, тогда с тобой еще поболтаем, Вот, сейчас тогда запись выложу, ладно. Суроолор жок болсо анда, так, давайте будем завершать, да? Так, что у нас? Золотоны көрөйүнчү, эмне болуп атат? Золото кайра коррекция болуп турат, Канчага чейин? 42-ге чейин түштү, эметеби, өстүбү, так, сейчас. Золото ылдый эле чөйт го, коррекция берип атат. Бул эме жана эмеге чейин, 32-ге чейин өсүптүр, кайра коррекция берип атыптыр, Вот недавно, 3 минуты назад, да? Ну, уже был нисходящий или центр кетти? Сейчас пока, да, у нас пока ылдыйга эле азыр, ну, то есть это коррекция деп, а так пока кыйратып түшөт деп ойлоп элемин. Ну, вот здесь вот максимум оно может, конечно, упасть до вот 5000, вот где-то плюс-минус 5000, пока, да, сейчас, пока эчкандай деле эме жок да, плохой новости для золота, чтобы оно упало. А потом, возможно, 5000 кайра, 5010, 5015, она, возможно, кайра кетиши мүмкүн, да. Вот. Сейчас у нас начнется лондонская сессия, загрузка Лондон сессия, кандай тренд берет, удыга куютабы или пока это тура или наоборот, посмотрим. Так, ладно тогда. Ну, тогда всем пока, давай.